Это удивительные люди. Как можно оставить все свои мирские дела и уйти на войну, не зная, что с тобой будет, ради того, чтобы будущее поколение имело возможность мирного неба над головой. Я ценю их. Они для меня все герои. Судьбу героев Великой Отечественной, застывших на черно-белых фотографиях, Фатима Далакова знает ничуть не хуже их родных и близких. Их военный жизненный путь, как экскурсовод, она каждый день раскрывает посетителям музея. Во Вторую мировую страну защищали около 40 миллионов воинов со всего Союза, среди которых около 21 тысяч были уроженцы Ингушетии. Музей краеведения каждый день пополняется именами героев Великой Отечественной. Мы знаем, что 6 тысяч и даже больше человек у нас без вести пропавших. В этом зале представлены стенды, на которых мы попытались обозначить защитников различных битв. Например, Брестской крепости, битв за Москву, за Ленинград, за Сталинград. В каждой из битв было восстановлено от 150 до 300 имен. Взгляд экскурсовода все чаще падает на фотографию ее дедушки. Гамид Ужахов прошел всю войну. Дослужился до звания старшего лейтенанта. Участвовал в битве за Кавказ. Дошел до Германии, но рассказывать о своем военном пути детям и внукам не любил. Сколько она помнит, оставался заботливым и добрым человеком. Это был тот самый человек, который, когда он умирал, собрал вокруг себя всех братьев и сестер, всех племянников, всех своих родных детей и всех внуков. Каким он должен был быть, если в тревожные минуты мы все собрались и были едины. Это был удивительно заботливый человек, но эту заботу он за серьезным видом маскировал. Кто-то прошел Великую Отечественную до конца и вернулся к мирной жизни, но для некоторых боевой путь оборвался на полях сражений. В их числе Халид Сачоев, защитник Брестской крепости, Асият Тутаева, военврач. В октябре 1944 года ее казнили в немецком плену. Также первый летчик Ингушетии, сын известного ученого-этнографа Чаха Ахриева Рашидбек Ахриев. Победу на фронтах Великой Отечественной ковали 3 знаменитых воздушных аса. В числе участников Великой Отечественной 3 знаменитых летчиков – это Ахмед Мальсагов, Шервани Костоев, Мурат Аздоев. Всем в 1995 году присвоено звание Героя России, но при жизни его получил только Мурат Аздоев. Во время войны он совершил 248 боевых вылетов и лично сбил 8 самолетов противника. Эти герои навсегда останутся в памяти народа. Они внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. Не забыть память о них – эту цель поставил перед собой Туган Мальсагов, основатель музея. Также участник Великой Отечественной войны. Он настолько активно участвовал, что был дважды ранен. Второе его ранение оказалось серьезным. 20 осколочных было. И с инвалидностью 2-й степени он был отозван фронта. Даже тогда он своих попыток не оставил. На гражданке он организовал отряд в 360 человек и в 75 пар конных бричек. И принимал активное участие в обороне нашего с вами города воинской славы Малгобека. Позже, выиграв эту битву, о ней скажет руководство Красной Армии, как это был редкий случай. Русско-турецкая, японская, Первая мировая, Великая Отечественная. Нет ни одного сражения, где не принимали бы участие наши земляки. Стоит лишь вспомнить Кавказскую конную туземную дивизию, куда входил Ингушский полк. За всю Первую мировую войну в истории дикой дивизии не было ни одного случая дезертирства. В различное время ей управляли 5 генерал-майоров из числа ингушей. Это Сосланбек Бекбузаров, Тон Тукуров, Бунхо Базоркин, Эльберт Нальгиев и Саварбек Мальсагов, который застала Великую Отечественную. Великая Отечественная война его застанет за границей. Несмотря на это, Саварбек Мальсагов получил предложение от вермахта перейти на их сторону, что они ему дали бы должность действующего генерала, на что получили решительно отказ. И он примет участие в Великой Отечественной войне таким образом, что все свои связи, а они у него были обширные, он направит на то, чтобы сотрудничать с такими гуманитарными организациями, как Красный Крест и Красный полумесяц. Суланбек Асканов, Мария Марабханова, Алихан Калиматов, Ахмед Катиев. Этот стенд в музее рассказывает о героях Российской Федерации. За каждой золотой звездой истории судьбы людей, которые, несмотря ни на что, самоотверженно пожертвовали жизнью за мирное небо. Первым высокого звания Героя России был удостоен генерал-майор авиации Суланбек Асканов. В музее хранятся и личные вещи Суланбека Сусаркуловича. При жизни, делятся сотрудники, он был их частым посетителем.
Когда он посещал наш музей, он оставил нам в подарок фуражку. Дальше представлены военная форма парадная, макет самолета, он ниже расположен. Это самолет, истребитель 4-го поколения МиГ-29, а также его шлем, каска. И вверху расположен стенд с информацией о его биографии. Уже были преподнесены его сослуживцами, чтобы наш музей создал уголок, посвященный его памяти, и освещал посетителя. Эти люди – пример того, что место подвигу есть в жизни любого человека. А День защитников Отечества не дает забыть, на кого мы должны равняться. Их самоотверженность и мужество вдохновляют уже теперешних наших соотечественников защищать рубежи страны. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24.